Эту технику фермеры используют, когда нужно раздробить крупные куски земли и горных пород. Разработчики MA900 пишут, что у них получилась самая простая и производительная косилка в классе. Типичная строительная история. Есть сыпучий груз, который нужно распределить по мешкам. Если планам по освоению территории мешают пни, стоит позвонить в Stump Boss Ltd. Эта компания привезет технику, которая перемелет пни словно в кофемолке. Вот такая фреза значительно расширяет возможности экскаватора. А вот так сегодня выглядит сбор лука. Он попадает с грядок в ящики настолько быстро, что на сортировке работает сразу 3 человека. В этом греческом саду тоже упростили сбор урожая. Зачем мучиться с бордюрным камнем, если умные люди придумали вот такую технику? Для разработки Maus 6 в компании Ropa скрестили разработки от Tiger 6S и Panther 2S. И речь идет не о танках, а о свеклоуборочных комбайнах. Этот плуг удивляет размерами и называется, соответственно, «Титан». Видели на комбайнах вот такие штуки, похожие на расчески? Они называются жатками.
Если нужны длинные и аккуратные канавы на торфяных залежах, пора ставить на трактор шнековый канавокопатель. Han AG S400 проще всего описать как огромный пылесос. В пляжном песке мусора порой тоже хватает, так что на уборку выезжает трактор с системой Manta Gold. В компании Falch целый отдел робототехников занят роботами, которые вместо людей займутся гидроструйной очисткой. Вполне успешно роботы занимаются и борьбой с сорняками. Робосистема FarmWise использует для этого алгоритмы искусственного интеллекта. А эта машина укладывает мульчирующую пленку и заодно высаживает рассаду. Virgo умеет собирать помидоры, перцы, огурцы и даже клубнику. Это первый в мире настолько универсальный робот. Debris Blower значительно упрощает уборку листьев и мусора. По сути, оператор сидит в огромной колесной воздуходувке. Измельчитель древесины Greentech 962 оборудован двигателем на 600 лошадиных сил, так что он не оставит шансов даже стволам диаметром 62 сантиметра. Техника Pavement Saver помогает нанести на дороги и парковки специальные покрытия.
Прототип этого дернособирательного комбайна показали в прошлом году. Он позволяет резать и штабелировать газон. Кирпичи и блоки тоже можно делать прямо на стройплощадке. Нашелся приятный сюрприз и для работников железной дороги. Техника с экрана в разы упрощает замену шпал. Снегоуборщик Вентрок на фоне многих конкурентов кажется маленьким, однако легко отбрасывает даже мокрый снег на 12 метров. Этот укладчик плитки и брусчатки тоже отлично смотрится в категории «мал да удал». Копайте, пилите, рвите и тяните, предлагают разработчики этого корчевателя. Упаковку сена кое-где тоже поставили на поток. Ведь обмотчик Vermeer BW600 позволяет герметично запаковать 120 тюков всего за час. Эффективность этой машины тоже впечатляет. Она трудится на плантациях сахарного тростника. Турбомульчер EV – мульчер, готовый к самым сложным задачам. Как и многие другие штуки из этого выпуска, он устанавливается на погрузчик и работает на скорости до 2500 оборотов в минуту. Вот такой дисковый траншеекопатель предлагает эстонская компания Onier. Раз уж после снегопада вдруг выдался свободный экскаватор, почему бы не устроить уборку? Ведь щетки от компании Encon монтируются на экскаваторы массой от 6 до 33 тонн. Выпуск подходит к концу, и пришло время собирать камни. В буквальном смысле. Посмотрите, как это делает система Rock Picker.
Hall 3 Harvester – самый быстрый комбайн своего класса в мире. Последним в выпуске, но не в списке полезной и крутой техники, сегодня идет комбайн для сбора шпината.